какое она имеет право, блин, холмин, мне казуzni кушсем, блин, сотқа берем. Детей бьют, швыряют, таскают за волосы, унижают на глазах у других детей и под объективом камеры. Обсуждаем громкие случаи избиения детей в детских садах. Также мы поговорим с мамой одного из малышей. Ее сын пострадавший. Сегодня она расскажет, каково это, когда твоего ребенка бьют, а ты об этом даже не знаешь. Когда мы отдаем ребенка в детский сад, мы верим, что он в безопасности, что его накормят, переоденут, научат говорить, смеяться, дружить. Но что, если за дверями группы страх, насилие и жестокость? Обсудим сегодня. Малыши, едва научившиеся ходить, плачут от боли и страха. Женщина хватает их за руки, швыряет на пол, бьет по голове. А в комнате тишина. Ни одного взрослого, кто бы мог за них заступиться. Это обычный детский сад в Астане. В столице в сеть попали кадры, где помощница воспитателя расправляется с малышами, как с мебелью. Видео с камер наблюдения попало в сеть и повергло в шок родителей детей. Помощница воспитателя, как позже выяснилось, систематически избивала малышей. Виновную уволили, а материалы переданы в полицию. Но неужели этого достаточно? Где была заведующая? Где были воспитатели? И сколько таких садов, где за закрытыми дверями дети абсолютно беззащитны? А вот история из Павлодара. Детей били, таскали за волосы, швыряли и сдергивали с них одежду. Малыши плакали, а все это спокойно фиксировали камеры видеонаблюдения. Сначала родители хотели проверить, кто из детей обижает других. Но, пересматривая записи, они обнаружили гораздо более страшное – взрослую женщину, воспитателя, которая ведет себя бесчеловечно. Как пишут СМИ, она проработала в садике около года, а общий стаж у нее больше 10 лет. На месте побывала уполномоченная по правам ребенка по Павлодарской Кенова. Вместе с родителями и полицией она просматривала видеозаписи. 15 человек, именно столько родителей пришли в сад, чтобы понять, что происходило с их детьми. А ведь им, детям, чуть более 2 лет. Большинство из них еще даже не говорит. Сейчас возбуждено уголовное дело, проводится расследование, детям назначена судебно-медицинская экспертиза. И также предложена психологическая помощь. Прямо сейчас с нами на связи региональный детский омбудсмен, которая лично выезжала в сад, общалась с родителями, видела видео и знает, как чувствуют себя дети. Сауле, я вас приветствую. Здравствуйте, Андрей. Сауле, что именно вам удалось выяснить на месте? Что вообще происходило в этом детском саду до того, как видео с камер наблюдения попали в сеть? Я выехала в детский сад сразу же, как только получила сообщение от одной из мам. А также были сообщения в соцсетях. Я узнала об этом факте, во-первых, из соцсетей, во-вторых, еще раз повторяюсь, от мамы. По приезде я обнаружила, что несколько родителей, где-то порядка 15-17 родителей, находились в кабинете заведующей. Там же находились представители городского отдела образования, сама была заведующая, а также уже были сотрудники полиции, которых родители сами вызвали через 102. Поговорив с родителями, отсмотрев материал, который был уже в соцсетях, при мне сотрудники полиции изъяли жесткий диск, и затем вместе с родителями я проехала в отделение полиции. Сауле, как женщина, а не как вот уполномоченная, да, по правам детей даже, вы что почувствовали, когда впервые увидели эти кадры? Когда я впервые увидела эти кадры, я думаю, любой нормальный, адекватный, скажем так, психически здоровый человек, увидев, как взрослый человек бьет детей, неважно, жестоко бьет, не жестоко бьет, просто бьет малолетних детей, первая моя реакция была: это ненормально. Не может человек в своем уме и трезвой памяти так поступать. Конечно, первая реакция была броситься и защитить этих детей. Жалость, негодование, жалость по отношению к детям, негодование к совершенному проступку данного человека. А как часто к вам поступают подобные сигналы, жалобы на работу именно воспитателей? Потому что мы видим только резонансные случаи. А сколько остается за кадром подобных историй?
Да, ко мне поступают такие, ну не обязательно там избиение детей или нанесение побоев в детском саду. Ко мне поступают разного рода сигналы. Они поступают практически ежедневно. Вы совершенно правы, я не обо всем рассказываю, потому что моя задача заключается не, скажем так, не в пиаре, моя задача заключается в оказании помощи. Но когда случай становится резонансным, то согласно НПА, у нас есть свое НПА, согласно НПА региональный уполномоченный обязан оперативно дать комментарий в соцсетях о тех мерах, которые предпринимаются, и о той помощи, которая оказывается пострадавшим. А в каком состоянии сейчас находятся дети, пострадавшие от воспитательницы? И получают ли они какую-то психологическую помощь? С детками я не встречалась. Я встречалась только с родителями. Когда мы были в Южном отделе полиции, то всем пострадавшим деткам, вернее, да, их родителям, были выписаны направления на судебно-медицинскую экспертизу. Насколько мне известно, все дети судебно-медицинскую экспертизу уже прошли. Результаты я не знаю. А также всем родителям и деткам по запросу предложена бесплатная психологическая помощь, которая оказывается в региональном центре психологической поддержки. Вам удалось пообщаться с родителями? Что они рассказывают о поведении этой женщины, воспитателя? Были ли от них какие-то тревожные, скажем так, сигналы раньше? А родители были в полнейшем недоумении, потому что никто из них никогда не мог подумать о том, что их воспитатель, который работает на данной группе почти год, их воспитатель может себя так вести. Вообще эти кадры им стали совершенно случайно известны, потому что изначально они отсматривали видеокамеры с другой целью. Просто там детки, ну скажем так, один мальчик постоянно обижал, либо задирал кого-то из других детей. И родители туда пришли посмотреть, то есть, почему себя так ведет ребенок. Может быть, что-то его триггерит. И когда они отсматривали видеокамеру, то как раз-таки они увидели вот эти ужасающие факты. Никаких подозрений относительно того, что данный воспитатель может себя так агрессивно вести, никаких подозрений у родителей не было. Но разговаривая с родителями там на месте, я стала задавать им наводящие вопросы. Но не может быть такого, чтобы вы, родители, не обнаружили изменившееся поведение детей. И потом уже в разговоре с родителями родители стали вспоминать, что да, кто-то из детей, который раньше с удовольствием ходил в садик, вдруг в последнее время стал истерить, стал капризничать. Кто-то из детей перестал днем спать, хотя раньше днем спал, то есть было нарушение сна. У одной девочки стали выпадать волосы. То есть, в принципе, детки на самом деле всячески сигнализировали своим родителям о той ситуации, которая сложилась. Большая часть деток не разговаривают, потому что детки 2022 года рождения, им нет еще и 3 лет. Там, опять-таки, со слов родителей, там, из тех мамочек, с которыми я разговаривала, там 2-3 ребенка могут односложно говорить, а большая часть детей не разговаривает. Поэтому у детей нет другого способа сигнализировать о своем, не знаю, нестабильном психоэмоциональном состоянии, кроме как капризами, плачем, нарушением сна. Но родители, к сожалению, не услышали и не увидели детей. Кто-то из родителей решил, что такова реакция на адаптацию, то есть и не придали этому значению. А когда уже родители, отсмотрев этот материал, видеоматериал, что называется картинка, пазлы сошлись, и картинка выстроилась. И тогда уже родители понимали, что поведение детей было продиктовано вот таким поведением воспитателя. Сауле, что мы знаем о самой воспитательнице, ее стаже, образовании? Как она вообще была допущена к работе с детьми? Дело в том, что воспитатель имеет более 10 лет стажа.
Это опытный воспитатель. В данной группе она работает почти год. Еще раз говорю, ничего не предвещало беды, как говорится. То есть устраиваются в садик воспитатели, вы же знаете, там у них есть требования. То есть она подходила по всем требованиям квалификационным, которые предъявляются воспитателю детского сада. Но у нее был соответствующий опыт работы ранее? И есть ли информация, поступали ли на нее жалобы в прошлом? СМИ пишут, что у нее достаточно серьезный такой педагогический стаж, скажем так. Этой информацией я не располагаю. Я имею в виду по месту прошлой, допустим, работы. По данному месту работы, еще раз повторяю, по данному месту работы она характеризовалась положительно. То есть ничего не предвещало подобного поведения. Никаких жалоб со стороны родителей не было. А что говорит директор учреждения? Какие вообще меры администрация детского сада принимала сразу вот после инцидента? Руководитель, заведующая детским садиком, которая вместе с родителями отсматривала материал, была также шокирована подобным поведением своего сотрудника. Вы должны понимать, что отсматривать видеокамеры родители могут только в присутствии заведующей, потому что она имеет доступ. И, соответственно, она это все видела. Она точно так же была шокирована всем увиденным. Естественно, я надеюсь, у нее не было никакого умысла скрывать это, тем более, что согласно действующему законодательству должностные лица обязаны ставить в известность обо всех фактах нарушения прав детей. А она является должностным лицом, первым руководителем образовательного учреждения дошкольного. Сауле, с вашей точки зрения, кто и на каком уровне должен нести ответственность за случившееся? Только воспитатели или вообще вся система дошкольного образования в целом? Вообще ответственность за подобные правонарушения должны нести все виновные лица. В данном случае, если мы говорим сейчас о данном садике, первый руководитель несет ответственность, далее несет само лицо, которое совершило данное правонарушение. Безусловно, когда я разговаривала с родителями, мы пришли к мысли, что ответственность лежит в том числе и на родителях. Конечно, родители не будут привлекать ни к административной, ни к дисциплинарной ответственности, к которой будут привлечены лица, которых я озвучила выше. Но то, что родители недостаточно внимательны были по отношению к своим детям, это родители признали сами. Но прямо сейчас по этому делу сделано все правильно. Сейчас написано заявление. Но я хочу обратить внимание, когда я разговаривала именно в тот день, когда подавали заявление, в Южном отделе полиции также присутствовал сотрудники прокуратуры, и я спросила, какова перспектива этого дела. А дело возбудили по статье 140 части 2 УК РК. Я говорю, дело же дойдет до суда? На что мне сказали, не обязательно. Я говорю, в смысле, дело может не дойти до суда? Он говорит, конечно. Дело может не дойти до суда, если стороны решат примириться. Но очень часто бывает такое, что мы начинаем жалеть. Вот там кто-то беременный, у кого-то там, кому-то там 3 дня до пенсии осталось. Кто-то считает, да, в принципе, ничего страшного. Ну, и нас били, и тут, в принципе, никого не убили. Понимаете? То есть вот это все дает шанс этим всем фактам расти буйным цветом. Ну вот я убежден, что нормальным людям не приносит никакого удовольствия наблюдать, как грубо, значит, обращаются с детьми, поднимают на них руку, и уверен, что эти случаи, они потрясают на самом деле многих родителей. Вот как им почувствовать, что дети, идя в детский сад, находятся сегодня в безопасности? Сейчас в соцсетях очень много обсуждается эта тема. Вчера буквально я давала интервью нашим местным СМИ, а также республиканским СМИ, давала прямой эфир у себя на аккаунте. Родители имеют право, если у них есть опасения, если у них есть подозрения, если в конце концов родители, вот как мы говорим, ребенок адаптируется, и родитель
хочет успокоить себя тем, что адаптация идет спокойно, родители имеют право по запросу отсмотреть любой видеоматериал, касаемый именно его ребенка. И ни один заведующий, ни одна заведующая детским садом не имеет права родителю в этом отказать. Это первое. Второе. Необходимо устанавливать доверительные отношения между воспитателем и родителями. Причем этот процесс должен быть обоюдный. То есть родители должны доверять воспитателю. Воспитатель должен доверять родителям. Да, возникают разного рода конфликтные ситуации, но мы люди. Я считаю, что любую проблему, любой конфликт можно исчерпать, если его проговорить. И если найти общие точки соприкосновения и выработать то решение, которое удовлетворит обе стороны. Сауле, я, конечно, понимаю, что мой следующий вопрос, он, скорее всего, не совсем по адресу, он больше к законодателям, но все-таки, вот ваше мнение, как изменить систему так, чтобы такие воспитатели не попадали к детям вовсе, а потом вот не увольнялись, когда дело запахло жареным? Ну, вы знаете, этот вопрос, наверное, это не решается в одночасье. Это общая проблема, это то, о чем мы говорим. Это вот даже смотрите, вот сейчас в соцсетях вот этого воспитателя готовы, я не знаю, чуть ли не расстрелять на площади. Получается, что когда людей возмутило насилие, они хотят этим же насилием его остановить. Насилие насилием не останавливает. Дело в том, что когда мы действительно будем жить в обществе, где будет нулевая терпимость к насилию, тогда, быть может, и не будет ни таких воспитателей, ни таких учителей, ни таких тренеров, ни таких пап, ни таких мам. Насилие, оно ведь вокруг нас не только в садике, не только в школе. Насилие, которое царит везде в обществе. Самое страшное насилие, которое царит, это насилие в семье. Когда мы считаем, что ударить ребенка – это нормально, когда мы считаем, что можно в воспитательных целях ремнем собственного ребенка так избить, что он погибает, и когда мы считаем, что это нормально, тогда о чем мы можем говорить? Воспитатель, все, что происходит в садике, все, что происходит в школе, все, что происходит в армии, все, что происходит в семье, это все зеркала. Мы зеркалим это все. И наши дети это зеркалят. Но бывает ведь так, что таких горе-воспитателей прикрывают, как говорится, свой человек, жалко увольнять, давно работает, оступилась, с кем не бывает. Но вот что делать с плохими, назову их воспитками, да, грубыми, недобрыми, вот, в общем так, со злыми тетками? С ними что, нужно прощаться? Возможно, их вообще безжалостно просто увольнять при первом же инциденте? Это однозначно противоправное деяние. Это однозначно замалчивать и умалчивать нельзя. Давайте так, давайте на чистоту. У нас ведь очень часто такое бывает. Вот даже когда мы поехали в Южный отдел полиции с родителями, их, кстати, в садике было гораздо больше, а в полицию поехало чуть меньше. Потом вся эта процедура допроса, опроса, подачи заявлений заняла порядка 6 часов. Одна мама, когда увидела, что нужно несколько часов сейчас потратить на то, чтобы написать заявление, чтобы оформить это все, эта мама сказала: в принципе, моего ребенка-то не сильно побили. Развернулась и ушла. Вот и все. То есть, когда мы думаем, ну ладно, не сильно же побили, в принципе, ничего страшного на самом деле не случилось. И вообще били не моего ребенка. У нас же еще вот эта позиция считается нормальным. Когда бьют чужого ребенка, моего же не тронули, зачем я буду об этом говорить? Вот это все про насилие. Сауле, вот по-вашему, где все же сработал
сбой конкретно в этом детском саду в Павлодаре? В самом контроле работы воспитателей, в системе их набора, либо в условиях труда. Возможно, им слишком мало платят, и они из-за этого такие выгоревшие и озлобленные. Я думаю, что тут комплексная проблема. Она заключается, первое, относительно небольшая заработная плата. Порядка 150-170 тысяч, ну, как мне сказали, отсюда начинается заработная плата воспитателя. Второе, нехватка кадров. Отсюда воспитателям приходится работать там, чуть ли не в 2 смены, да? То есть не полдня, а целый день. Третье, психоэмоциональное, профессиональное выгорание. Вы понимаете, что работать с детьми достаточно сложно. Ну и еще правовая незащищенность, правовая безграмотность. Вот это все вкупе дает ту проблему, которая сейчас обсуждается. И которая, к сожалению, не вчера родилась, и, к сожалению, не завтра закончится. А как думаете, может, всем педагогам, не только детских садов, но и школ, нужен вот обязательный прием у психотерапевта, чтобы они просто не слетали с катушек? Вообще, я считаю, это мое мнение, вообще я считаю, что педагогами должны работать особо одаренные люди. То есть в педагогику должны идти люди по призванию. Но если мы с вами посмотрим, в дошкольное образование идут люди не обязательно с высоким баллом ЕНТ. То есть очень часто это по остаточному принципу. Так не должно быть. Кроме того, необходимо, чтобы педагоги не только детских садов, но и педагоги школ ежегодно проходили психологическую экспертизу, чтобы они получали профессиональную помощь психолога, потому что это действительно выгораемая профессия. Если вы помните, то в советское время педагог имел выйти право на пенсию, если я не ошибаюсь, при наличии 25 лет стажа. То есть вот так же, как шахтеры выходят по горячей сетке, да, или как сотрудники полиции, да, выходят, то есть педагоги – это такая же выгораемая профессия. Но у нас, к сожалению, почему-то на сегодняшний день утрачено это. То есть тут нужен комплексный подход. На самом деле педагоги – самые важные люди. Это те люди, которые формируют не просто детей, это те люди, извините меня за высокопарный слог, это те люди, которые формируют наше будущее. Сауле, спасибо вам за разговоры и спасибо за то, что Вам спасибо. оперативно подключились к этой ситуации. Ну и прямо сейчас в эфире мама одного из пострадавших детей, ее зовут Валерия, а ее сын из той самой группы, где воспитательница грубо обращалась с детьми, и маме есть что сказать. Валерия, здравствуйте, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Расскажите, как вы узнали о происходящем в этом детском садике? Мы, родители, получается, запаниковали то, что дети начали плакать. Дети плакали, жаловались, что их бьют, но в основном девочки жаловались на мальчика, на какого-то мальчика. Мы думали, что это мальчик, и пошли смотреть камеры. И что вы там Мы увидели? решили посмотреть. Воспитатель жестоко обращалась с нашими детьми. В первый раз я увидела на камерах был именно мой ребенок, и была еще одна девочка. Вот. Далее уже потом собрались остальные родители, вот мы смотрели камеры со всеми уже детьми. Что вы ощутили вот в тот момент, когда увидели, значит, что к вашему ребенку, с вашим ребенком так обращается воспитатель? Ну, в первую очередь у меня была очень сильная злость на нее. Это в первый раз, когда я увидела, как она его за уши таскала, я прям была в шоке. Я ей написала, что она не имеет права обращаться такого с моим ребенком, на что она мне ничего не ответила. До того, как видео увидели родители, претензий как бы к ее работе вроде как не было. Ну, не особо-то, конечно, нет. Вроде как все нормально было. И мой ребенок ходил в садик хорошо. Даже не подумала, что там могли что-то с ним сделать. Потому что он не плакал, он не жаловался, он не
бывало, что он поначалу он плакал, потом, получается, ну, я только как бы думала, что это адаптация у него. Моему ребенку 2,7, он особо не разговаривает. И рассказать, вот, что его там били или еще что-либо, он не может. С этой воспитательницей лично вы общались раньше, ну, по поводу там вашего сына? Да, она мне писала и не раз говорила, что мой ребенок э, не умеет обуваться, не умеет одеваться, не умеет там сам. В общем, типа он ничего не делает вообще, что он не знает свой шкафчик, что она... Ну, жаловалась часто на моего ребенка, что, мол, учите. Хотя я после, вот он приходил, я после этого еще пыталась как-то, говорю, обуйся сам там, или посмотри, где твой шкафчик, покажи мне, где твои ботиночки. Он мне все прекрасно показывал, а она часто на него жаловалась. Валерия, вы увидели только один инцидент вот такого грубого обращения с вашим ребенком, или еще были, или и в другие дни подобные были ситуации? Другие дни тоже были. А что было в другие дни? Что вы увидели? Ну, там его полностью все не опишешь, потому что там было очень много всего. И ни один ребенок, не только мой, там было несколько детей. Она злилась на то, что дети не могут одеться сами самостоятельно, там что-то такое вот. Что шокировало меня в общем вообще все. Все в этом происходящем, потому что, ну, это ужас какой-то. Я такое вообще впервые видела. Взрослая женщина и маленькие детки. Я вообще не представляю, как так можно. В остальные дни, ну, также она била детей, также она за волосы девочек хватала, моего за уши она таскала. В один день она ударила ему по голове. В какой-то день она ударила ему по лицу, он с лавочки упал. Ну вот такие моменты. И таких моментов очень много. И все тоже не перескажешь, у вас времени не хватит, чтобы все это пересказать. Скажите, а где были другие воспитатели, заведующие? Неужели никто не знал, как она обращается с детьми? Она работала одна. Какие-то дни были, что она работала одна чисто. А так, получается, они же меняются. И насколько я знаю, что тот воспитатель не мог этого видеть, потому что она работала до обеда, до сна, вот она ложила деток, а потом приходила другая воспитатель, уже после сна деток. Ваш ребенок продолжит ходить в этот детский садик? Нет, в данный момент мы на больничном, пока что. Мы хотим пройти всех врачей, потому что у ребенка неизвестно, что у него там с головой, что у него может быть внутри. Мы хотим пройти всех врачей, поэтому пока что мы на больничном. Я буду подыскивать новый садик и далее забирать документы. А на этом у нас все. Берегите детей, не обижайте их. Мира вашему дому и пока.